Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. НВК «Саха» запустила абсолютно новое мобильное приложение. Теперь все медиапроекты от якутских сериалов до мультиков, от новостных программ и прямых трансляций до радио, подкастов и музыки собраны в одном мобильном приложении. Посмотреть любимую передачу или фильм в любое удобное для вас время и в любом удобном месте теперь возможно. Для этого достаточно войти в приложение НВК, нажать на иконку передачи и выбрать любую. Список передач и фильмов будет пополняться. Мы с уверенностью можем сказать, что более 100 тысяч человек смотрят наши телеканалы через наше приложение. И не только у нас в республике, не только в России, и за пределами нашей страны. Ну и было решено обязательно на нашей компании, что надо приложение обновить. Приложение должно стать еще более удобным для наших пользователей. Ну и, естественно, мы собрали все приложения, которые у нас были в одно приложение, и добавили очень много нового, интересного, и думаю, что наши телезрители оценят. В новом приложении каждый пользователь найдет себе контент по душе. Оставаться всегда в курсе событий поможет лента новостей и прямые трансляции телеканалов «Якутия-24», НВК «Саха» и «Мамонт». Ну а для самых маленьких собраны не только собственные мультфильмы главного телеканала республики, но и российская анимация с якутским переводом. Кроме этого, с помощью приложения пользователи смогут задавать вопросы и становиться участниками телевизионных программ. Для этого необходимо скачать приложение и пройти регистрацию. Для регистрации нужно ввести номер телефона, смс-код, который приходит. Это дает такие преимущества, как возможность сохранять новости или музыку, которая будет у вас постоянно в закладках, и также возможность комментировать прямые эфиры. Но и это еще не все. Теперь в приложении можно посмотреть прогноз погоды и гороскоп, и даже подать объявление. Более того, на этом разработчики также не планируют останавливаться. Уже в ближайшее время функционал приложения будет расширяться. В дальнейшем мы планируем разрабатывать новые обновления, так как у нас уже есть некоторые контракты с НВК «Саха». И, соответственно, там будут дополнительно введены новые функции, о которых вы узнаете в будущем. Да, но я могу сказать то, что это мобильное приложение будет стриминговым сервисом, который будет заключать в себе весь уникальный якутский контент, который у нас есть. Скачать приложение можно в любом магазине приложений или через QR-код, который вы видите на своих экранах. Мария Кардашевская, Татьяна Филиппова, Илья Сыромятников, Якутск. Тем временем в Хандаге зацвели яблони, которые растут в самом центре поселка на территории горно-геологического техникума. Здесь из 20 саженцев, привезенных летом 2017 года, вырос целый яблоневый сад. 20 саженцев двухлетних яблонь из Якутского ботанического сада были привезены в Хандагу в мае 2017 года. 3 яблони зацвели уже через год, а с 2020 года все. За ними ухаживала инициатор яблоневого сада, тогда методист техникума Надежда Баланова. Самое главное, что это доставляет радость людям. В общем-то, чего мы и добивались, когда садили эти яблони. Да, были опасения, что они вымерзнут, что они не выживут. Наши опасения, слава богу, не оправдались. Мы, конечно, ухаживаем за ними, проводим периодически обрезку. Да, проводим обязательно подкормку и весной, и осенью. И они отвечают нам своим цветением. Яблоня сибирская в сентябре даст обильный урожай. Плоды по размеру чуть больше боярышника, но по вкусу настоящие яблоки. Первые плоды сладкие, потом становятся с кислинкой. Сейчас в Хандаге яблони уже растут на территории церкви, а также в частных подворьях. Но самые известные яблони по праву расположения на территории горно-геологического техникума. Хандагчан каждый год радуют наши яблони во дворе техникума, посаженные Надеждой Михайловной Балановой. Я их так и называю яблони надежды. И каждый год люди приходят, радуются цветению яблонь. Семьями приходят, фотографируются. И вот мы сегодня тоже пришли сюда с дочкой и с внуком, которые приехали из Алматы. В каком-то году, лет 5-6 лет назад, посадили у нас яблони. И вот они каждый год сейчас цветут. Мы тут все ходим, вся население тут фотографируется. И главное, тут вообще у нас Хандага вся красиво очень. Река рядом, все зеленое. И даже вот мы нынче хотели уехать, но мы решили остаться. Тут у нас лучше.
Увидеть яблони в цвету на северо-востоке Якутии – это настоящее чудо. Цветение длится недолго. Уже через несколько дней на месте этих цветков появятся завязи будущих яблок. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В целом, лето – благодатная пора для ребятни. Одни едут с родителями к морю, другие работают волонтерами, а те, кто помладше, весело проводят время в дневном лагере. О том, чем занимаются дети в летнем лагере, в материале Светланы Поцелуевой. Уже который год в период летних каникул Уснерская гимназия открывает лагерь дневного пребывания «Планета детства». Целых 3 недели полсотни ребят с удовольствием соревнуются, поют и танцуют, ходят в походы, словом, не скучают. У нас каждый день расписан, вот, и каждый день несет название в себе. Бывает день спорта, день вежливых слов, День России. Вот мы проводили. Вот, также недавно был день открытия лагерной смены, к которому мы готовились целую неделю. Вот, то есть все работаем по 5 направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, творческое, патриотическое, естественное. Распорядок дня обычный. После завтрака запланированные мероприятия, после обеда можно поспать, но это не обязательно. Главное полежать, расслабиться. Потом тоже что-нибудь интересное. Погода, правда, не совсем летняя, но соревнованиям это не мешает. Мы стараемся побольше мероприятий спортивных проводить на свежем воздухе. Если погода позволяет, то, конечно, мы приходим на стадион, чтобы дети поучаствовали в массовых мероприятиях. Но дети хорошо, что приходят на площадку, участвуют во всех мероприятиях, не только в спортивных. Они молодцы, они за это призы получают, они довольные уходят, счастливые и радостные домой. Самое главное, за смену ребята узнают много интересного, окрепнут, поправятся на радость мамам и, конечно, подружатся. Мы каждое лето ходим на летнюю площадку, если не уезжаем в отпуск. В летнем лагере очень хорошо, мне нравится, много разных игр. Я нашла на летней площадке много друзей, старших и младших. Также преподаватели тут хорошие, придумывают для нас много игр, стараются и всегда помогают нам. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Ну а в Томмоте решили приобщить детей и подростков к спорту и здоровому образу жизни через игру в пейнтбол, ставшую популярной в Алданском районе в последние годы. Десятки пар глаз внимают движениям опытного инструктора. Сегодня подростки впервые берут в руки оружие. Пусть и не настоящее, а пейнтбольное, и будут сражаться, имитируя боевые действия. Ну, быстрее, быстрее. Ты лево. Задача игроков – подстрелить врага из противоборствующей команды. Доказательством поражения служат яркие пятна краски на одежде. Пейнтбол способствует не только хорошей координации движений, сплочению команды, но и развивает мышление. Правда, для детей большее удовольствие доставляет сама игра и те эмоции, которые они испытывают. Мы давно ждали такую игру, и вот сегодня она произошла. Какие мы пережили эмоции, это стоит попробовать этого. Первый опыт игры в пейнтбол для подростковой команды, несмотря на отсутствие опыта, оказался весьма удачным. Непередаваемые ощущения, так здорово. И мы сегодня 1 раз проиграли и 1 раз выиграли. Закончили дружной ничьей. Взрослые участники результатам игры рады, ведь азарт и радость в глазах подростков говорит о том, что поставленная цель достигнута. Наши цели – развивать этот вид спорта, привлекать молодежь, чтобы молодежь не сидела дома, не сидела в телефонах, а летом на природе, на солнце выходила и брала с нас пример, допустим, с меня, с еще таких же ребят, которые приезжают и проводят для юных ребят пейнтбол.
Игра пейнтбол и другие экстремальные виды спорта в Алдане активно в последнее время развивают общественные организации. Наша организация уже не первый год развивает пейнтбол в Алданском районе. Каждый год мы проводим игры по пейнтболу в нашем городе, в Алдане. В этом году пришла идея провести в чудесном нашем городе Томот. Я думаю, нам удалось. Мероприятие прошло успешно. Общественники теперь планируют проводить такие игры среди подростков района чаще. Туяра Филиппова, Ринат Нахиев, Томот, Алданский район. И напоследок хорошая новость для горожан, решивших поехать на Гыгых Туймады. Интерактивную карту местности Усть-Хатынг запустят в приложении 2GIS. Как и в прошлом году, на карте будет доступна информация о локациях и сооружениях. Найти местность можно будет по запросу «ИСЭХ» в поисковой строке. Карта мероприятия будет доступна даже при отсутствии интернет-соединения. Пользователи смогут найти стоянки для автомобилей, автобусные остановки, общественные туалеты и пункт скорой помощи. В сервисе также будет доступна программа национального праздника. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на телеканале Якутия 24 и будьте в курсе всех событий.